налогообложения и так далее, чтобы мог возможностью воспользоваться льготного кредита для поддержки вот своего объекта. Ну, например, я знаю много объектов, которые говорят, что для нас сложно, у нас всего там 20 коттеджей или 20 номеров, но нам хотелось бы повысить уровень, построив там бассейн, да, с подогревом, который привлечет людей вне сезон, в зимнее время года. Это обходится 5-7-10 миллионов рублей. Чтобы у человека была такая возможность получить по льготной ставке кредитования вот такой небольшой кредит. Есть масса объектов, которые хотят реновацию, все имеет свойство, да, портиться и так далее, проходят годы. И вот такого рода проекты, я не говорю о новом строительстве, это вот какие-то сложные вещи, да, допустим, но для поддержания и развития малого, среднего бизнеса в области туризма мы такую программу подготовили. Я очень надеюсь, что она будет поддержана и сможем реализовывать ее в действительности. Теперь, опять возвращаясь к глэмпингам, идея зашла, программа написана, ждем переговоров с нашими коллегами в Минэкономразвития, по какому пути, как это будет развиваться, но есть большая надежда на то, что все-таки наши коллеги поддержат эту историю, раз уже до этого дошли, что нам дали эти поручения, мы это все подготовили. Надеюсь, что эта история заработает с Нового года. Да. Теперь, что касается еще одного поручения, это про дороги я вам начал говорить. Значит, мы считаем необходимым, подготовили проект руководству страны, какое количество дорог, в каком состоянии, где надо поддержать. Но я часто говорю за Алтапскую пещеру, если мы аналогию берем, скажем так, Золотого кольца на западе Абхазии, то восточная часть страны это источники термальные в селе Кындых и уже Аракич, о котором отдельно остановлюсь и хочу рассказать, презентовать, поблагодарить людей, которые столько интересных, какой хороший проект реализовали. Значит, термальный источник, Отапская пещера, и чтобы не возвращаться назад на Ачамчирскую дорогу, а потом на Тхварчал, там всего лишь 5 километров надо заасфальтировать между Отапом и Арасадзих, и ты выходишь в ГУП, а с ГУП ты попадаешь уже в Тхварчальский район, на классные наши красоты, смотреть которые, кстати, достаточно активно люди посещают. Это одна часть дороги, там 5 километров. Например, наверняка знаете феномен села Кындых, вообще надо еще изучить, потому как в этом году я несколько раз был в этом селе, и когда мы вроде на взгляд смотришь, где люди, отдыхающие показатели есть, а их не особо видно. Приезжая в село Кындых, на каждом углу строится объект размещения, на каждом углу ходит турист. Если честно, эти источники, они были всегда там, но я такого количества туристов там никогда не видел, как сейчас, и как строится какой-то бум, если по абхазским меркам, то это какой-то строительный бум, именно если восточную часть Абхазии брать, то это Кындых. Даже не Тамыш, построили эту Тамыш-Вилледж, пока больше нет проектов, которые в этом направлении развивались, а Кындых серьезно прям развивается, и это достаточно отрадно наблюдать. Но если говорить о нем, то там есть прекрасная древняя крепость Санта-Мазо, к ней тоже надо 2,5 километра асфальт довести хороший, чтобы удобно, комфортно могли туристы добираться. Вы знаете, что руководство страны активно поддерживало и поддерживает ребят, занимающихся развитием чайной отрасли в селе Кутол, Тамыш, Кутол, Толмыш, то есть. И, значит, по нашему предложению там тоже нужно 2,5 километра доделать дорогу для того, чтобы большие экскурсионные автобусы могли приезжать прямо на плантации. Кстати, хочу отметить, что немалое количество туристов туда приезжает дикарем, скажем так, привозят небольшими группами, но, конечно, дорога важна, инфраструктура. Это, во-первых, должно быть комфортно, удобно, безопасно, чтобы турист мог в любое время или компания, кто его везет, абсолютно безопасно и комфортно довести с точки А до точки Б. Дальше хочу остановиться, конечно, на очень интересном направлении. К большому сожалению, для меня загадка, почему за 30 с чем-то лет мы не дошли до того, чтобы развивать курорт, направление, скажем, Мамзычки, да, вам как лицам этот вопрос задаю, не знаю, для меня, еще раз повторюсь, если
это сопоставимо, если не, в какой-то части, может, даже красивее, чем другие наши направления местности. Не так уж все там, не в таком ужасном положении дорога, есть какие-то участки, вот мы сейчас их отрабатывали, тоже на стол к руководству это придет. Но, честно скажу, мне, конечно, не понравилось то, что дорога немножко заросшая, никто как бы должного внимания, видимо, не уделено и так далее. Но мне кажется, если мы говорим Рицинский национальный парк, вот это вот, и спорим о том, строят там отель или нет, развивать там туристическую инфраструктуру или нет, когда-нибудь, вообще-то в советское время это и закладывалось как курорт, да, в котором должна была быть горнолыжная дорога. Это был миф в Советском Союзе и Царском России. Я не знаю, если это миф, то строить такую дорогу 40 километров. Которые озвучивали, реально там приезжали специалисты, там смотрели, южный склон непригодный для горнолыжного курорта. Только что вы озвучили, почему не развивается, это одна из больших проблем, там источник воды нету. Там пастухи пролагание там работают, ездят, дорога почему-то в ужасном состоянии. Ну, знаете, я не буду спорить, по воде я абсолютно согласен, я даже видел, спрашивал, даже себя удивлялся, что я того ручейка. Реально там просто Коллеги, давайте на самом деле не позволяет. Из-за воды не позволяет? Мимо воды там склоны не подходят. Ну вот по склонам, это я не знаю по поводу какого уровня горнолыжные склоны не подходят, а северные склоны как раз находятся на территории национального парка. Вот так. Ну, сноубордисты там часто приезжают, и они наоборот восхищены. И хребет Гарганский в основном для спелеологического туризма подходит. Спелеологи, которые приезжают, самые глубокие пещеры в мире находятся именно в этих склонах. Знаю, согласен. Но я еще раз повторюсь, и что касается воды и так далее, ну, все можно, думаю, найти какие-то способы. Просто мы не обладаем такими ресурсами, как государство, это, наверное, правда там и так далее. Но еще раз повторюсь,